Наконец-то договорились? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как на этот раз поделили таджикские территории. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. В ходе переговоров по урегулированию конфликта на границе стороны договорились на деле реализовать протокол номер 3 межправительственной комиссии от 1 января 2021 года. Об этом во время брифинга заявил глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Мы договорились о том, что во время переговоров надо иметь в виду основополагающие документы, которые подписаны в результате работы наших паритетных комиссий при согласии в том, что требования протоколов должны быть неукоснительно реализованы, заявил Ятимов 29 января после переговоров с главой ГКНБ Кыргызстана Камчибеком Ташиевым. По его словам, стороны договорились через 8 дней приступить к реализации протокола от 1 мая 2021 года. Будем работать по подписанным пунктам этого протокола, которые ранее были оглашены. Ровно через 8 дней начнут работу паритетные комиссии по топографическим и правовым вопросам. Эта работа будет вестись непрерывно в целях решения всех вопросов, касающихся проблемы делимитации и демаркации государственной границы. В ближайшее время мы встретимся и обсудим эту работу этих комиссий, сообщил Ятимов. Недавно произошли опять трагические события на таджикско-киргизскую границу. Имеются погибшие и раненые. Это результат того, что проблемы государственной границы между двумя государствами не решены. Генерал добавил, что сегодня хоть и не подписали никаких протоколов по итогам встречи, но есть вещи, которые дороже, чем протокол. А как вы относитесь к таким переговорам и к тому, что возобновят рабочие группы по делимитации и демаркации? Вы верите в их надобность? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мы дали слово, пожали друг другу руки, что будем реализовывать то, о чем договорились и что обсудили. Эти вопросы будут непременно отражать интересы двух братских народов, подчеркнул глава ГКНБ Таджикистана. По итогам переговоров 1 мая 2021 года глава ГКНБ Таджикистана заявил, что был подписан протокол, состоящий из 4 пунктов, но подробности протокола не разглашались. После очередных переговоров 5 мая 2021 года стороны выпустили совместное заявление, где договорились о независимой дороге в Джамоат-Варух из Фаринского района Таджикистана и продолжение описания проектной линии госграницы. В совместном заявлении говорилось, что была достигнута договоренность о строительстве автомобильной дороги Худжии-Айлова-Рух в объездной по восточной стороне населенного пункта Танги на землях практического использования Баткенского района. Статус дороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран. Для скорейшего начала строительства этой дороги топографическим рабочим группам было поручено совместно с проектными организациями произвести в срок до 1 июня 2021 года полевое обследование данного участка. Стороны также согласились для подписания проектной линии государственной границы между Республикой Таджикистан и Кыргызской республикой на участках от пограничной точки номер 43 до пограничной точки номер 61, от пограничной точки номер 153 до пограничной точки 141, используя документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года, говорилось в совместном заявлении. Топографическим рабочим группам было поручено описать проектную линию таджикско-кыргызской государственной границы на вышеуказанных участках с 5 по 9 мая 2021 года. Одновременно с этим на участках Овчи, Калача, Бабаджон, Гафуровского района, Черкух, Саманьон, Ходжи, Айло города Исфары Сагдийской области Республики Таджикистан, а также населенных пунктов Максат, Кулундули, Лексхова, Коктош, Коктекер, Аксай Баткенского района в Кыргызской республике рабочие группы сторон сроком до 17 мая 2021 года должны были приступить к проведению топографических работ и описанию проектной линии таджикско-кыргызской государственной границы на вышеуказанных участках, отмечалось в заявлении. Но, как видите, по факту сделано очень мало. И как вы думаете, вот теперь сделают? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.